Я рад приветствовать всех за возможность выступить сегодня на нашей лекции. Тема у нас очень интересная. Такая, на мой взгляд, она и для меня несколько новая, рассматривающая историю нашего города Гагра в контексте истории не только общественной и, наверное, связанной с историей, наверное, природы нашей местной. Да? И потому заглавие моей лекции называется «Гагра. Истоки формирования городского ландшафта». Ну, прежде чем коснуться этой темы, конечно же, мы должны внести некую преамбулу, начальную такую, некое предисловие. Ну, наверное, любой город так или иначе связан с особенностями рельефа местности, природы ее окружающей. И город Гагра в этом смысле, наверное, город, который, как никакой другой, именно соответствует этому, понятию, признаку. Да? Что такое город Гагра сегодня? Какова его особенность в плане природной? Город Гагра – это город, который расположен на северо-западе Абхазии в очень интересных рельефных условиях. Его главной особенностью является наличие очень близко подступающих горных массивов Гагарского хребта. Гагарский хребет, который очень близко подходит к побережью, замыкается с северо-запада знаменитыми отрогами, которые именуются в науке Гагарский карниз. Ну и плюс узкая полоска кромки береговой линии. Это и есть, собственно, наша Гагра, которая и является главными рельефообразующими, скажем, природными компонентами, в котором наш город формировался. Именно исходя из особенностей рельефа, именно этот рельеф, именно ландшафт местности, безусловно, задавал главный тон самому процессу становления города, его, скажем так, если так можно выразиться, топографическому портрету этого города. Ну, насколько нам известно, в отличие от ряда других городов на территории Абхазии, в которых это города, которые имеют по своему принципу, скажем, строения некие такие радиальные модели, да, город Гагра формировался по некому такому линейному принципу. Он расположился вдоль побережья, протянувшись на целых 12 километров. И вот эта линейная такая, знаете ли, антигипподамовская модель формирования портрета города, конечно же, в основе ее лежат, несомненно, особенности, конечно, рельефа местности. То есть можем сказать, что рельеф диктовал условия того, как будет выглядеть наш город в будущем, когда он создавался. Хочу сказать, что история, вообще, конечно, вопрос о истоках зарождения вообще городской цивилизации, городского образа жизни, вообще города Гагра, вообще у нас в Гаграх проблема достаточно дискуссионная, в том смысле, что, к сожалению, мы, люди науки, до сих пор не можем найти ту точку отсчета, когда же здесь зарождается городская жизнь у нас на территории города Гагра. Ну, если мы будем брать вообще в целом историю Абхазии, да, мы считаем, что основы городской цивилизации были принесены сюда еще в период греческой колонизации. Это известно VI век, да, когда здесь побережье Абхазии было вовлечено в активную сферу влияния греческой колонизации. Но, к сожалению, для города Гагра у нас таких свидетельств, подтверждающих возможность существования здесь древнегреческой колонии, нет, хотя существует легендарная традиция древнегреческая. Более или менее достоверно мы можем считать, что, возможно, такие ростки городской цивилизации в Гаграх, вообще городского образа жизни, несомненно, могли формироваться на рубежах нашей эры, когда территория Абхазии активно вовлекается в сферу влияния и в орбиту влияния Римской империи, связанная с активной здесь строительной деятельностью, когда тут формируется система римской обороны, получившая название Понтийский лимос или Кавказский лимос. Но опять-таки на территории города Гагра у нас есть лишь единственное свидетельство пребывания римлян – это крепость Абаата, которая, по предположению специалистов, она датируется примерно начальные ее слои где-то II веком нашей эры, предположительно может относиться к этому периоду.
Я думаю, что я мог бы пробежаться по истории дальше, но это очень сложно будет делать, потому что это огромный, значит, промежуток времени. Могу сказать, что, несомненно, современный город Гагра, в том виде, в котором мы сегодня знаем его современный ландшафтный, топографический, городской портрет, несомненно, все это связано, безусловно, с началом создания здесь, на территории Абхазии, крупных курортных центров в период, когда Российская империя после завоевания Кавказа и территории Абхазии активно приступает к созданию крупных курортных центров на территории тогдашнего российского Причерноморья. И с этого момента мы можем ввести точку отсчета, когда здесь возникает не просто курорт, а вот тот архетип, тот, как бы, скажем так, та основа будущего портрета нашего города, городского его портрета, скажем так, ландшафтного портрета. Ну, скажу, что история создания курорта в Гаграх, а это начало 20 века, хотя предыстория создания курорта у нас относится к более раннему периоду. Известно, что вообще идея создания курортов на территории тогдашнего российского, причем включая тогда еще территорию Абхазии, она связана с очень активными мероприятиями, проводившимися в сфере поиска особых мест, которые можно было создать в качестве климатических станций и которые могли бы, скажем, конкурировать, скажем, с курортами европейскими. С этой целью, по-моему, насколько мне известно, здесь активно проводят свои исследования крупные климатологи, медицинские географы, врачи, такие как Воейков, Пастернацкий, которые исследуют территорию Восточного Причерноморья. И в том числе выбор падает на район именно Гагр, как наиболее пригодного, как наиболее, скажем, наиболее предпочтительного места для строительства курорта. Вот. Хочу отметить, что и до этого один из, конечно, главных основателей нашего курорта, это, несомненно, принц Ольденбургского, он посещал наши Гагры еще в периоды еще 19 века, в конце 19 века. Он здесь бывал, по-моему, если не ошибаюсь, министром путей сообщения Хилковым. Исследовал эти места, смотрел. Вот. В итоге уже в 1901 году здесь принц Ольденбургский уже вступает как бы на территорию Гагр, и начинается активное освоение этой территории под строительство курорта. Вот это время и является той исходной точкой, когда здесь начинает формироваться типичный ландшафт нашего города, тот самый городской ландшафт, безусловно. Гагра стала своего рода, если так можно сказать, неким таким, в хорошем смысле слова, экспериментом по градостроительству, экспериментом по, скажем так, по воплощению неких таких архитектурных веяний того времени, которые могли воплощаться в архитектуре, которая представлена Гагра периода создания курорта. И здесь творит такой небезызвестный всем архитектор, один из, скажем так, проводников петербургского модерна в архитектуре, известный Григорий Ипполитович Люцидарский. Да? Ну, я вот хочу сказать, что на территории города Гагра именно им был создан знаменитый наш, небезызвестный всем, который, кстати, ошибочно почему-то именуют постоянно замком. Это не замок, а именно дворец принца Ольденбурга. Это такой типичный образец модерна, который создается здесь и строится с 1901 по 1904 годы. Я сейчас коснусь немножко модерна, как стиля. Ну, я, правда, не архитектор, а буду рассматривать его с позиции памятниковедения вообще, да, вообще с позиции, связанных с охраной памятников. Об этом, конечно, есть обширная литература. Модерн, как явление, оно относительно непродолжительное, длилось примерно лет 30-20. Это известный Ар-Нуво или Югенсталь, известный стиль в архитектуре, который пришел на волне вот этого ренессанса, барокко, рококо, и активно стал распространяться в Европе в конце 19 века, особенно воплотился он в начале 20 века. И пришел он и в Россию тоже, безусловно. Стиль этот архитектуры как никогда пришелся нашим Гаграм. Почему? Потому что этот стиль, он, кстати, он больше пришел скорее не сколько в архитектуру изначально, сколько, скорее всего, в искусство. Вот. И на фоне активного развития новых материалов, строительных технологий, модерн
стал наиболее приемлемым здесь в создании вот этого курорта. И его главной особенностью было стремление к слитости с природой. Особенно это хорошо выражено в работах испанского архитектора Гауди, да, как одного из таких ярко выраженных, там, скажем так, представителей этого направления. В Гаграх строится несколько сооружений в стиле модерна, среди которых знаменитый дворец, я еще раз повторю, который строился с 1601 по 1604 годы, знаменитое здание Купалин, которое располагалось недалеко от устья реки Гагрипш. Ряд сооружений. И хочу сказать, что как нигде в Гаграх архитектура модерна себя проявляет не только в самих формах сооружений, да, сколько интересно решена объемная пространственная задача, сколько решена проблема не просто сооружения как некого эстетического, да, такого явления, сколько соотношения сооружения и окружающей его природы. И в этом смысле при строительстве этих сооружений они сами вписывались как стиль модерна в саму эту Гагру, понимаете? Это очень важный момент. И в этом отношении город Гагра, она является одним из таких образцов, где эта архитектура находила воплощение себе именно вот в этих интересных сооружениях. Со времени строительства курорта в Гаграх строится большое количество имений, дач, очень много интересных сооружений. Ну, будучи еще работая по линии охраны памятника, я скажу, что я насчитал только на территории города Гагра свыше 80 сооружений времен создания курорта. Многие из них, конечно, не могут не считаться наиболее ценными с точки зрения архитектуры, но некоторые, конечно, являются собой шедевром, в том числе как дворец наш. Вот дворец, это, знаете, дворец, он словно, вот сама технология, я всегда поражаюсь, когда даже смотрю на его вид, он немножко сейчас не в том состоянии, конечно, в аварийном отчасти. Я смотрю на дворец, я вижу, как он просто вырастает из скалы. А это и есть модерн, понимаете, он слит органически, природно вот в эту систему. Если обратить внимание, вот даже видно панорама, да, вот мы видим здесь вот на вот этой вот схеме, да, вот мы видим, что в Гаграх в период создания курорта уже тогда была очень важно подмечена одна важная деталь. Вот если посмотреть на Гагры, мы видим, да, вот ее панораму, видим эти горные массивы, и видно, что в решении пространственного расположения сооружений, да, создания инфраструктуры используется типичная такая линейная модель. То есть город как бы делится на два таких яруса. Это первый ярус, это нижний, береговая линия. И мы видим верхний пояс. Вот в некоторых местах на фотографиях видно, как вот над горными массивами тянется полоса, значит, сооружений. Это, конечно, сделано не просто так. Это сделано со вкусом, это сделано с профессионализмом, это сделано, безусловно, не стихийно. Это все сделано продуманно, с художественной точки зрения. И в этом смысле открывается великолепная пейзажная панорама города, где мы видим великолепный наш Гагарский парк и видим вот эти стоящие над ним огромные сооружения времен создания курорта. И вот эта вот зональность, вот эта поясность, да, линейная, которая видна, она хорошо проглядывается здесь, конечно, в нашем городе. Ну и хочу сказать, что город Гагра – это не только модерн, но здесь представлены ряд интересных сооружений, которые были связаны с иными архитектурными стилями. Вот мы видим перед нами знаменитая временная гостиница и ресторан «Гагрипш». Ну, временная гостиница, она где-то имеет элементы, связанные с модерном, но там больше представлено шале. Мы знаем, откуда появился у нас ресторан. Это знаменитая парижская выставка, проходившаяся на рубеже 19-20 веков. Ну, очень много интересных моментов, связанных с историей, как она появилась у нас на территории Гагра. Но я думаю, что перед нами тоже один из образцов. Вот очень, я потом буду говорить немножко о парке и объясню, почему это так. Ресторан «Гагрипш», который был установлен рядом с знаменитой временной гостиницей. Она строилась тоже в 1902 году, а в 1903 году, мы знаем, уже 9 января открывается знаменитый курорт Гагра. Это было официальное открытие
знаменитого курорта, климатической станции. Вот. Ресторан представляет собой несколько иное. Это больше похоже на альпийское шале. Кстати, одно время в литературе, да и часто говорили о том, что ресторан был увиден принцем на территории, значит, этой выставки. Я как-то смотрел материалы, но я почему-то этого не нашел. Скорее всего, на выставке в Париже принц увидел большое количество сооружений в стиле шале. И его привлекла не только эстетическая красота этих сооружений, сколько сами технологические приемы, строительные, скажем так. И он счел эти приемы наиболее удобными при создании курорта. Ну, не наспех удобные, безусловно, но они оказались для него более подходящими, поэтому он заказывает этот ресторан. Ну, кто-то говорит из Норвегии, кто-то говорит из Вены. Я сейчас не буду в это вдаваться, но скажу, что ресторан особенно дополнил вот эту общую линию, верхнюю линию, да, которая идет над городом, вот этой предгорной части, значит, вот, со знаменитой же временной гостиницей. Да. Это вообще были самые, значит, элитные сооружения времен создания курорта. Ну и наш знаменитый Гагарский парк. Гагарский парк. Гагарский парк – это вообще одно из самых удачных, наверное, решений в деле строительства курорта. Я хочу сказать, что история парка, она начинается в очень интересном месте, которое тоже когда-то было имением принца Ольденбургского, называлось она Рамонис, помните, под Воронежем. Там когда-то его сын проводил очень много интересных опытов над растениями, и эти опыты он, в том числе, там же проводилось, по-моему, если не ошибаюсь, мероприятие, там собрались все агрономы российские. Вот. И вот эти приемы, элементы были воплощены в том числе и на территории Гагарского Приморского парка. Приморский парк очень интересен. Он дополняет вот эту нижнюю, скажем, нижний ярус нашего ландшафта городского. Что же такое парк? Ну, мы знаем, существует парковое строительство, существует ландшафтный дизайн, существуют и архитектурные парковые стили. Так что же является собой наш парк? Гагарский Приморский парк – это и парк-бульвар. Его дальнейшим продолжением было создание уже в 1949 году закладка будущего Приморского бульвара известным архитектором русским и советским Шервинским. Вот. Гагарский Приморский парк – это и парк линейного типа, его еще называют линейным парком, да простят мне архитекторы, потому что общий вектор самого парка, он линейный, он протянут вдоль побережья. Вот. Гагарский Приморский парк внесет в себе и элементы парка регулярного французского. Помните, были такие парки, особенно распространены, получили распространены в Италии, во Франции, знаменитые парки Версаля, да? Вот. Но если посмотреть на парк с точки зрения внешней, то мы часто наблюдаем, когда бываем в Гагаре, с той же пристани, например, часто вот даже на экскурсиях, обратите внимание, что при закладке парка, при его создании учитывалось практически все до мелочей. Вот если посмотреть на парк и пройтись по нему, то вы увидите, что Гагарский Приморский парк – это, скорее всего, дендрарий. Это дендропарк. В нем больше присутствует древесных, кустарниковых форм при меньшем количестве цветковых. Было ли это сделано специально, потому что там же интродуцировались растения, либо это было сделано сознательно, это ответят на этот вопрос, конечно, лучше ботаники, но там присутствует определенная гамма перехода цветов, зеленых преимущественно тонов, понятно, потому что формы древесные преимущественно. И когда мы смотрим на парк со стороны, то мы видим парк, который не выделен как-то отдельно, он не является нечто отдельным, а в соотношении, когда мы говорим по принципу парк и внешняя среда, он слит с этой природной средой. Парк становится неким таким продолжением естественной вот этой буйной субтропической флоры, который как бы спускается вниз с этих холмов. И, по сути, город Гагра превращается в некий город-парк, город-сад. И она слита
в этой. То есть это тоже элемент в какой-то мере, который, ну, может, не совсем сравним, но в какой-то мере сравним с парком даже пейзажным, допустим. Да? Но было ли это сделано намеренно или нет, сложный вопрос. Очень интересно решена геометрия парка. Парк тянется от территории Гагарской крепости и до современной колоннады, которая создавалась в 50-е годы. И очень, если посмотреть на план парка, то очень интересная картина возникает. Там очень интересно решена симметрия. Середина этой симметрии формирует тот самый знаменитый пруд со стрельцом. Напротив него с Северного фронта смотрит знаменитый ресторан «Гагрипш». И противоположная панорама побережья. Это тоже было сделано, конечно, неспроста. То есть решена и геометрия парка очень интересно, конечно. Таким образом, в особенностях ландшафтообразующих города Гагра уже были заложены вот эта ярусность. Вот эта ярусность, это была линейная система, но линейная ярусная, когда прибрежная часть занимала преимущественно парковая зона, вот, протянувшаяся вдоль побережья. Вот. А на горную часть занимали определенные сооружения. Это были частные какие-то виллы, скажем, дачи, либо какие-то сооружения городской инфраструктуры. Вот. Ну, я хочу отметить, что в дальнейшем перспективе развития города уже в это же время принцем Ольденбургским закладывается начало активного создания еще одной Гагры, которую мы называем Гагра-Альпийской. Вот. Строится дорога, которая ведет на гору Мамзышха со знаменитой альпийской гостиницей. Вот. И мы формируем некий второй уже блок города. Вот. В одной из работ, кстати, она была написана одним из специалистов по градостроительству на территории Абхазии. Да? Там даже указано, что город Гагра, с учетом того, что активно осваивалась альпийская часть города, она может именоваться не просто приморским курортом, а именно горно-приморским курортом. Хотя такое сочетание кажется странным, потому что горный курорт – это обычно что? Домбай, допустим, там вот Архызы и так далее. А он именно фигурирует по принципу горно-приморского курорта. Ну, я хочу сказать, что, конечно же, сама по себе Гагра, сама панорама Гагры, сам ее пейзаж, он уже эстетичен сам по себе, и это уже историческая территория, скажем так. Вот я как бы хочу сказать, что резюмируя свой небольшой рассказ, ну, он может как-то выглядеть немножко неожиданно, и для меня, как бы мне самому стало интересно рассмотреть город в этом контексте. Вот, конечно, многого сказать тяжело с учетом времени, но я хочу сказать одну вещь, что, завершая свой вот этот небольшой рассказ, мне было бы очень интересно коснуться вот этому историческому районированию города Гагра, которое очень важно для нас. Вы знаете, у нас сложилась такая антитеза наличия двух Гагр. Гагра и Гагра, да? Мы говорим старая Гагра и новая Гагра. В одной из своих статей газетных я дал этому очень развернутый аргумент. Считаю, что деление Гагр на новые и старые немножко условно, потому что у любого города есть такое деление на старые и новые Гагры, на старый и новый город. Я назвал эту часть старым городом вообще. Потому что вопрос о том, какая часть города развивалась раньше, старая или новая, сегодня тоже дискуссионно. Мы исходим из того наличия памятников, которые видим. Мы видим что? Мы видим то, что когда советский житель Гагры смотрел на сооружение времен создания курорта, он ее ассоциировал со старой частью города, что и характерно для, скажем так, любого города, любого горожанина, который живет в том или ином городе. Я хочу сказать, что очень важным надо отметить то, что еще отдельный колорит придает ландшафтным особенностям города Гагра – это его ущелье. Вот ущелье я считаю наиболее важным элементом, который делает Гагру особенной. Я иногда называю город Гагру городом трех ущелий. Вот. Это действительно так. Знаменитое Жуйкварское ущелье, ущелье Гагрипш, ущелье Цихерва, которая в том числе является, по-моему, границей, которая делит город Гагру на две половины, условно, на старый новый город. Ну, кто-то ее проводит по району современного павильона в Гаграх, там, где стоит памятник неизвестному солдату. Вот, однако, действительно, эти ущелья сами по себе являются средоточием исторического, культурного прошлого. Это, естественно, исторические территории.
Вот. Ну и в завершение хочу сказать, что я вот здесь для себя как бы выделил ряд таких интересных особенностей нашего города и выделил некие исторические территории, которые, на мой взгляд, они могут быть, конечно, дискуссионными, не все может быть в них правильным, вот, на мой взгляд, которые нужно учесть вообще при каких-то планированиях города, там, при каких-то работах, при исторических исследованиях. Вот. Я выделил, значит, следующие категории. Значит, район, где создавался курорт, а этот район и является средоточием наиболее старых сооружений, не только гражданской архитектуры, но там и памятников археологии, и крепости, и древний храм Абата. Я его условно и называю «старый город». Это для меня более приемлемо, на мой взгляд. Также выделяю следующие, значит, такие особенные компоненты, комплексы. Вот. Значит, среди них выделяется площадь Аба-ат-Ашта, мною как отдельный историко-культурный компонент в черте города Гагра. Вот. По дороге на Альпийскую Гагру существует культовый центр, когда-то древний, назывался Гагрин-Ху. Там находятся руины древнего храма, кстати, тоже. Мы его тоже выделяем как отдельный компонент. Вот, скажем так, историко-культурную, естественно-историческую территорию, скажем, да. Вот. Таким особым районом можно выделить и, скажем, знаменитое Гагрическое ущелье, где, по предположению, когда-то находилось святилище рода Хагба, район, который называется Хагрыбш. Вот. Это историческая тоже культовая территория, скажем так. Ну и, конечно же, историко-ландшафтная территория реки Жуиквара. Это историческое место, безусловно. Вот. Таким же районом является знаменитое Гагарское Нагорье. Вот, когда мы проезжаем, правда, уже по черте Новой Гагры, то мы видим вот эти холмы, где очень много домов стоят, да. Вот. Я как-то нашел в источнике, но я могу ошибаться, конечно, где есть указание, что эта территория в переводе означает «холмы гениохов». Ну, не знаю, насколько это верно, я ее тоже выделил в отдельную территорию. Вот. И так и назвал историко-ландшафтная территория Гагарское Нагорье. Тоже интересно. Вот. Ну и, конечно же, в какой-то мере, ну, не знаю, насколько это правильно, можно ли вообще сам пейзаж, саму панорамность пейзажа выдавать за некую как бы историко-эстетическую составляющую. Ну, допустим, пейзаж Гагарского карниза, а я считаю, что город Гагра происходит и обязан своему происхождению названия именно с этим карнизом, в какой-то мере тоже можно внести в эту категорию, как историческая территория. В завершение я хотел бы сказать, что, конечно же, для должного понимания и изучения каких-то определенных процессов явлений, которые охватывают небольшие территории, несомненно, возможно их изучение лишь в комплексе. Это комплекс не только исторических исследований, но и исследований природной среды, исследований всех сопоставляющих его компонентов. Потому что городская среда, культурная среда, ландшафт городской, он неотделим от истории общества и одновременно неотделим, конечно, от самой природы, которая окружает. Город Гагра в этом смысле нитью вплетена в живую ткань вообще этого района, ландшафта, как и вообще вся наша история, конечно.